8 лет все-таки в армии, больше нельзя служить в армии. Потом извилин начинает исправляться, испрямляться, выпрямляться точнее. Вот зачем, скажите, так, можете даже вырезать, на КРТК директор ездит на джипе. Ну, с какого баяна-то, извините? На что, этот директор ездит что, в районы, что ли? Или, значит, так прямо необходимость такая, свое тело возить по городу Сыктывкару на джипе. Чиновники просто сами себя закапывают и сами же, собственно говоря, перед своим населением, так скажем, форсят, да? Зачем? Поэтому я посмотрел, как, допустим, вот в Кайгородском районе пытаются там сейчас джип опять взять для руководства района. В Сосногорске взяли джип тоже, да, Land Cruiser 200. Ну, хочешь, допустим, съездить в Эрайоль, так возьми УАЗик, да съезди там, тем более, что джип-то потом ремонт будет дороже, чем УАЗик. Даже не могу сказать, нет. По-моему, нету. Все нормально сделал, желтый дом, выстрелил нормально все. Все равно такой человек нужен. И пускай он будет лучше такой, чем кто-то умный. Поэтому системная позиция, если будет Алексей оставаться там, в этой нише, слава богу. Значит, мы будем жить и работать. Игорь Владимирович, все знаем, он молодой, перспективный человек. И за вот это время, по крайней мере, у него есть то, что он не боится расстаться с должностью этой. Он не боится что-то потерять. Он дает возможность и председателям комитетов, и депутатам самостоятельно работать.